Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. В начале главных тем. Кавказ открывает новые горизонты. Уважаемые, в первую очередь, главы субъектов и эти правительства рассказали, придали значительный импульс росту экономики всего округа и повышению качества жизни людей. Кавказский инвестиционный форум 2025 подвел итоги. Модернизация Шалинской районной больницы. Врачи используют современные методы хирургии при помощи современного оборудования. В медучреждение поступило новое оборудование в рамках нацпроекта. Щит от стихии. Во время ливня вода размывает берег, что со временем разрушает почву и меняет русло. Укрепление нужно для защиты природы и близлежащих объектов от разрушения. В Урус-Мартановском районе продолжается строительство берегозащитных сооружений. Северный Кавказ получил мощный импульс для развития. В минеральных водах успешно завершился Кавказский инвестиционный форум, собрав более 4100 участников из 32 стран, включая Россию, представителей стран СНГ и Каспийской пятерки. По итогам Киев-2025 подписано рекордное число контрактов, включая создание рабочих мест. Он стал ключевой площадкой для обсуждения перспектив развития Северного Кавказа и привлечения инвестиций в регион. Главное достижение форума в репортаже Рамзана Абоева. Грандиозный макет жилого района на стенде Чеченской Республики в 3 миллиона квадратных метров недвижимости. Это город будущего в миниатюре. Уже в октябре планируется сдача домов на первой линии. Премьер-министр России Михаил Мишустин задержался на экспозиции, знакомясь с деталями этого проекта, а также целым рядом прорывных инвестиционных инициатив стоимостью около 137 миллиардов. Это даст 5500 рабочих мест. Хотелось бы особенно отметить достижения региона в части снижения численности регистрируемой безработицы. Таким образом, по итогам 2024 года она снизилась на 3 процентных пункта и составила 5%. Индекс промышленного производства 132%. Объем жилищного строительства увеличился в 2,5 раза и составил 2,6 миллиона квадратных метров жилья по итогам 2024 года. Также, Михаил Владимирович, хотелось бы отметить, что у руководства республики непосредственно на контроле у председателя правительства Магомеда Ожахмедовича находится реализация установленных памятных регионов 4 ключевых показателей. Я смотрю, 276% частные инвестиции, рабочие места 163%, ВРП 175%, да, и доходы населения на 10%. По всем ключевым показателям. Одни из лучших показателей. Хотелось бы рассказать. Вот наша жемчужина, аэропорт Грозный Северный имени первого президента, героя России Ахмата Таджу-Кадырова. Сегодня нас ожидается ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы. В текущем году уже мы ожидаем. Также строится активными темпами терминал. Федеральный центр активно помогает, выделяет соответствующие средства на инфраструктуру, на терминал и на аэродромный и аэровокзальный комплекс. В рамках поручения президента в части развития транспортно-логистических развязок и узлов хотелось бы попросить вас оказать возможное содействие при реконструкции и воссоздании железнодорожной ветки Грозный-Назрань, Назрань-Слепцовская. Конечно, для нас это очень важный транспортно-логистический узел. И второй вопрос – это финансирование второго этапа особой экономической зоны. Потому что вы сказали, обязательно дадим поручение Минэкономразвития, РЖД. Мы этот проект будем поддерживать. И в этом смысле поддержка нашего президента Владимира Путина, то, что Рамзан Ахматович старается, я знаю, он посвящает очень много времени и души этому проекту. Уверен, что это все состоится. Идея потрясающая, она красивая. Ну что тут говорить, это такой интересный центр. Поэтому я думаю, что чем быстрее будут появляться соответствующие здания, сооружения, заложенные, мы сказали, школы, 6 школ здесь, да, садики, тем больше, в том числе, инвесторов, людей, которые поверят в этот проект и приедут в республику, будут вкладываться. Посмотрим, все поручения будут даны. А вам спасибо за работу.
Социально-экономическое развитие Северного Кавказа детально обсудили уже на заседании правительственной комиссии. Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ – стратегически важный макрорегион с огромным экономическим и социальным потенциалом. Его слова подтверждаются цифрами. За последние 3 года валовый региональный продукт республики увеличился на 25%. Прорывные проекты, о ходе реализации которых вы, уважаемые, в первую очередь, главы субъектов и правительства рассказали, придали значительный импульс росту экономики всего округа и повышению качества жизни людей. Мы везде зафиксировали цифры, которые очень важны. Это рост реальных денежных доходов населения. И важно подчеркнуть, что более уже 500 миллиардов рублей, вложенных в эти мероприятия, и свыше 400 составили частные инвестиции. Чеченская республика согласовала создание логистического комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров. Минтранс договорился о внедрении интеллектуальной системы безопасности на пешеходных переходах. Туристический потенциал Тумкалинского района получит новый импульс к развитию, а поддержка малого и среднего бизнеса будет усилена благодаря соглашению правительства с МСП-банком. Экспозиция нашей республики стала центром притяжения. Она представила яркий сплав национального колорита, инвестиционного потенциала и передовые достижения в науке, образовании и промышленности. Предприятия представили свои разработки. Особый интерес к стенду проявили также вице-премьер Александр Новак и полпред президента СКФО Юрий Чайка. Цели, которые ставим к 30 году, даже не то, что не будут выполнены, а будут перевыполнены. Потому что с той, в общем-то, динамикой, которая развивается республика по всем направлениям, и жилищном строительстве, и промышленности, и туристические кластеры, все это, конечно, это такая слаженная работа команды. Основная цель и задача, которую Рамзан Ахматович Кадыров, наш уважаемый глава, ставит перед всей своей командой, перед нами, это улучшить благосостояние наших граждан. Итоговый аккорд форума – впечатляющая статистика. 86 подписанных соглашений на 207 миллиардов рублей. Под знаменем темы «Инвестиционный путь. Прошлое, настоящее, будущее» и мероприятие собрало 4100 человек, подтвердив свою роль важнейшего драйвера развития. Рамзан Абуев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская республика. В лингвистической школе имени Дашириева прошло торжественное награждение победителей и призеров региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, подведены итоги детского конкурса народной культуры «Наследники традиций» и большого всероссийского фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостей и участников гала-концерта ждала насыщенная веселая программа. Министр образования и науки Чеченской республики Хошбауди Дааев поздравил виновников торжества и наградил всех отличившихся, отметив гордость за большие успехи в данной сфере. Всероссийская олимпиада школьников Чеченской республики в последние годы и показывает стабильную положительную динамику. Ежегодно у нас и на школьном, и на муниципальном, и в частности на региональном этапе все больше участников. Конечно же, когда все больше участников, это не оставляет себя долго ждать. Это количество увеличивающихся призеров и, конечно же, победителей. У нас в этом году рекордное количество, чуть более 50 человек. Это победители на региональном уровне. И с прошлого года, 2024 года, мы повтор сделали по победителям на всероссийском уровне. В прошлом году это было 2 победителя, 3 призера. В этом году 1 победитель, также призеры у нас есть. Мы, конечно, этому очень рады, потому что для нас важны показатели не только ОГЭ или известного всем ЕГЭ. Это же, конечно же, наше участие в представлении Чеченской республики педагогическим сообществом и школьным сообществом на всероссийском этапе, потому что это громкие заявки, это уже соответствующее положение республики в том или ином рейтинге. Второй день визита алжирской делегации в Чеченскую республику прошел в рабочем режиме. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере газовой и нефтяной промышленности. После рабочих переговоров гостям организовали экскурсию по современному нефтегазовому полигону. Слово Лимде Жамалдиновой.
Второй день алжирской делегации в Грозном начался с деловой встречи с представителями компаний «Чеченнефтьхимпром» и «Грознефтегаз». В ходе переговоров обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, возможности совместной реализации взаимовыгодных проектов, а также развитие научно-технического взаимодействия. И мы очень заинтересованы были бы в, скажем так, если бы Сатрак изъявил желание какой-то осуществить проект на территории Чеченской Республики. Особое внимание стороны уделили вопросам технологического обмена, подготовки кадров, а также внедрения инноваций в добыче и переработке нефти и газа. В душевной обстановке и мы обменялись пожеланием дальнейшего развития взаимоотношений. Я надеюсь, что они все будут реализованы. После официальной части делегация отправилась на экскурсию по уникальному учебно-научному нефтегазовому полигону. Гостям продемонстрировали действующую качалку. Представители принимающей стороны подробно рассказали о принципах ее работы, назначении основных узлов и технических характеристиках. Этот объект находится на базе учебно-научного нефтегазового полигона и представляет собой не только промышленное оборудование, но и учебный элемент, используемый для подготовки студентов и специалистов в области добычи углеводородов. Посещение полигона завершилось обменом мнениями, фотосессией и выражением намерений продолжать укрепление партнерских связей между научными, образовательными и промышленными структурами Алжира и Чеченской Республики. Ну а впереди делегацию ждет еще один насыщенный день в регионе. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Шалинская районная больница вышла на новый уровень благодаря обновлению материально-технической базы. Новые аппараты позволят оказать помощь на более высоком уровне. Модернизация проведена в рамках нацпроекта «Оптимальная для восстановления и здоровья медицинская реабилитация». Как новые изменения повлияют на качество медпомощи в районе, расскажет Медина Мударова. Прямо сейчас в Шалинской центральной районной больнице проходит операция по удалению грыжи, распространенного диагноза, который встречается у многих людей. При этом врачи используют современные методы хирургии при помощи современного оборудования. Один из них – аппарат Лигашу. Он позволяет останавливать кровотечение посредством воздействия, давления и энергии на герметизацию сосудов. Это сочетание создает надежный шов. Операцию проводит хирург, заведующий отделением Микаил Цуров. В Чеченской Республике работает с 2018 года. В Шалинскую ЦРБ перешел в январе этого года. За это время было проведено множество операций, включая самые сложные. Оценки после ранее была выполнена операция, в ходе лапароскопического доступа образовалась там небольшая грыжа. Операция небольшая сегодня у нас, но так достаточно рутинная, часто встречающаяся. Будет использован электрохирургический комплекс эндомедиум. Сегодня будет использован прибор так называемый Лигашу. Это для рассечения и коагуляции сразу одномоментной ткани мягких. Ну, естественно, сетчатый имплант сам по себе тоже это как бы материал такой достаточно тоже современный. Ну, в общем-то, все, ну, это грыжа, но тем не менее там составляющие, вот эти три составляющие, когда они хорошие, когда они качественные, они очень сильно влияют на исход операции. Не так давно Абдулбека Асхабова экстренно привезли с язвенным кровотечением. Совместно с реаниматологами и анестезиологами пациента быстро подготовили. Операция по удалению желудка вместе с источником кровотечения прошла успешно. Сейчас мужчина восстанавливается. На хирургическом отделении новшества не заканчиваются. Шалинская ЦРБ за прошедший год претерпела значительные улучшения. Корпус материнства и детства полностью отремонтирован за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Палаты, лечебные кабинеты, отделения, родильные залы. Обновлено абсолютно все. Все условия для нее созданы, где мамочка может находиться со своим ребенком. Наблюдается пару часов, только после этого переводится в отдельную палату. Есть трансформер, кровать, условия для ребенка, все созданы условия. Это наш второй индивидуальный родзал, где наши мамочки могут находиться отдельно в палате, роды разрешаться и первые часы своей жизни с лялькой находиться здесь отдельно, индивидуально.
Руководство позаботилось о всех нюансах как для удобства пациентов, так и для самих врачей. Учитывая наш чеченский менталитет, для удобства наших женщин двери открыл наш дневной стационар. У нас теперь также появился операционный зал в гинекологическом отделении. Это очень удобно, потому что до сих пор приходилось ходить у нас в соседнее хирургическое отделение. А сейчас на базе гинекологического отделения у нас проводятся операции. Там у нас есть эндоскопическая стойка, где мы можем проводить лапароскопические операции. То есть все условия для наших женщин созданы. В рамках нацпроекта «Оптимальная для восстановления и здоровья медицинская реабилитация» новое оборудование закуплено и в амбулаторное отделение медицинской реабилитации. Это сенсорная беговая дорожка, тренажеры «Баланс-мастер», системы нейромышечной диагностики и прочее. Это уникальный аппарат с биологической обратной связью. Новое слово в нейромышечной реабилитации, кинезотерапии. Аппарат с применением стабильной платформы. Индивидуально подбираются программы для каждого пациента. За счет фонда отремонтировали и отделение рентгенно-лучевой диагностики. Осталось обновить терапевтический корпус. Благодаря усилиям главного врача Руслана Адаева ожидается приобретение и запуск аппарата жидкостной цитологии, что позволит точно и качественно производить исследования для ранней диагностики новообразований. Одной из важнейших и основных задач для нашего учреждения является повышение оснащенности ГБУ Шилинская ЦРБ современным медицинским оборудованием, а также обеспечение высококвалифицированными медицинскими кадрами. Кроме того, хотелось бы отметить вклад регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далазат Хобалдецин. Здравоохранение является одним из сильнейших направлений в регионе. Регулярно внедряются лучшие методики лечения, приобретается передовое оборудование. Одним словом, руководство делает все для оказания качественной и своевременной помощи больным. Медина Мутарова, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Рус-Мартановском районе активно ведутся работы по укреплению береговой линии. Берегозащитные сооружения станут надежной преградой для возможных наводнений, защищая дома и объекты социальной инфраструктуры. С деталями нас познакомит Лимда Жамалдинова. Там, где весной вода выходит из русла, а летом подмывает берега, теперь шум работающей техники. На реке Шалажа у Рус-Мартановского района продолжается строительство берегозащитных сооружений. Масштабный проект реализуется по поручению главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Кадырова. На какой стадии работы на объекте проверил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Пристальное внимание главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Кадырова, федеральной власти açısından yol взаимодействия bağındırışın авторитет bağındırış beş дукка белш бунах чечата. По поручению главы героя России Рамзана Кадырова состоялась встреча в начале этого года между председателем правительства героя России Даудом Магомед Ходжамедовичем и министром природных ресурсов и экологии с Козловым Александром Александровичем. Там была достигнута договоренность именно по этой части, что вот в этом году вот этот объект будет начат и завершен. И, кстати, сейчас на 60% этот объект уже завершен. Последние годы мы много работ провели по этой части, там в том числе и ремонты берегозащитного укрепления, в том числе и строительство берегоукрепления. Беш белш дукка будет длиться, но именно по водной части, да, она в данное время объект риском затопления ер, да, она и защитить ее. На сегодняшний день уже завершены работы на 2 участках общей протяженностью 2211 метров. Бетон монолит, еще техники мы разные техники, спецтехники, экскаватор, машин, амкадор. Всего объект разделен на 10 участков общей протяженностью 4600 метров. Завершить строительство планируется уже в июле этого года. Во время ливней вода размывает берег, что со временем разрушает почву и меняет русло. Укрепление нужно для защиты природы и близлежащих объектов от разрушения. Работы ведутся в плановом режиме. Все этапы контролируются. Особое внимание уделяется качеству материалов. Задействовано более 30 рабочих.
Работы на реке Шалажа – пример эффективного взаимодействия региональных и федеральных структур. Результат четкой и слаженной работы, направленной на улучшение качества жизни населения и сохранение природного богатства Чеченской Республики. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова подвели итоги республиканского турнира по шахматам. В нем приняло участие около 40 человек. Игры включали 9 туров и проходили в серии Гран-при войнах 2025. Любители интеллектуальной битвы встретились в 3 номинациях. Все они имеют богатый опыт выступлений. Дети играли в том числе со взрослыми. Некоторым юным умам удавалось победить старших, используя грамотную стратегию и просчитывая ход. Номинация юношей лучшим стал Сулейман Зульфикаров. Среди ветеранов победил Арбит Тагиров, а среди девочек равных не было Рабии Шаиповой. Вместе с призерами они получили медали, грамоты и денежные поощрения. Каждый заинтересован в поднятии рейтинга или хотя бы в том, чтобы его не понизить. Значит, это первый аспект. Второй аспект, выигрыш этого турнира дает зачетные очки в определении обладателя Кубка Чеченской Республики, который в конце декабря определится у нас. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.